пожалуйста, не снимать. Оперативная съемка идет. Потом выложите в социальные сети, да? Обязательно. Это съемка, согласно Гражданскому кодексу, да, если съемка ведется не в личных интересах, а в интересах общественности, она допускается. Поэтому как бы тут ничего такого хорошего нет. Есть такое понятие, как общественное порицание. Вы занимаетесь какой-то позорной деятельностью, имея такой достойный автомобиль, как бы это не совсем правильно, я так думаю. Правильно? Поехали. Молодой человек, вы сегодня были задержаны, да, вот при торговле алкоголем. Вы расскажите, пожалуйста, вот, о схеме вашей работы. Давно ли вы занимаетесь этим и при каких обстоятельствах? Ну, вообще, лично я занимаюсь этим впервые, так как сегодня не было, скажем так, свободных машин. И информацию мы выкладывали через социальные сети. Если заказ поступает по телефону, мы записываем адрес, телефон, что покупает. Сколько в вашей службе машин? Ну, я даже сам точно не знаю, сколько машин. Так, ну, то есть получается, как бы вы их каким образом находите, своих работников? А мы через такси сотрудничаем. То есть вы, получается, являетесь сами, у вас какое-то свое предприятие, которое занимается продажей алкоголя, да? Что-то вроде того. Но эта часть, скажем так, деятельности, она не подпадает под АКВЭД предприятия, скажем так. Под что? Под общий классификатор видов экономической деятельности. Ваша организация чем занимается? Ну, у нас кафе, бар. Кафе, бар, да? Как называется? Доставка, она, получается, была инициирована лично мной. Ага, то есть у вас имеется кафе-бар, соответственно, да? И посредством своего кафе-бара, получается, вы решили зарабатывать дополнительные деньги. Ну, что-то вроде того. Объем выручки у вас большой? Посредством вот вашей доставки. Посредством нашей доставки, если честно, я скажу то, что у нас вообще мизерно. Как ваше кафе называется? Пивной дом. Это пивной дом, который по улице Дежнева, да? Да. И вы вообще как относитесь к тому, что общественность, допустим, да, ну, допустим, наша организация, как Комитет народного контроля, занимается изъятием, допустим, да, такого алкоголя? Я понимаю, что ваша сторона как занимается тем, что чем вы сами выбрали, да, но в принципе вы как праву, получается, по законодательству, то, что после 8 запретили продажи пива. И кому-то надо чем-то заниматься, правильно? Кому-то надо полы подметать, кому-то двор мести, кому-то. Я считаю то, что в принципе по принципам, да, общечеловеческим, я считаю то, что мы живем в свободной стране. И каждый вправе выбрать, когда ему хочется выпить пиво, тогда он, я считаю то, что он тогда и может выпить пиво. Если как мы помогаем людям в этом, то я считаю, что нет ничего в этом зазорного, потому что это выбор каждого. Я вас понял. То, что у вас, смотрите, мы задерживаем в основном молодых людей, да? Для них это является одним из таких легких способов зарабатывания денег. Поверьте мне, это вообще не легкий способ зарабатывания денег. То есть это тяжело? Ваша работа тяжелая? Я бы сказал, что это требует определенных усилий. Возможно, не физических, но труд бывает не только физический. Все, спасибо. Вытащите, пожалуйста, сюда положите. Какая снимай? Угу. Так, давайте. В данное время, получается, нами задержан молодой человек, которого... Подождите.
При контрольной закупке был задержан, получается, и, соответственно, в салоне обнаружено большое количество алкоголя. Народ, который работает, будет работать и пресекать такие неправомерные действия молодых людей. Ну, в отдел, наверное, надо везти. Да. Сюда, чтобы не вытаскивать. Кто-нибудь пускай к нему сядет и поедет. Да? Ага, давайте.